Салем Достар. Многие из вас задумываются, каким выгодным бизнесом можно заняться у нас здесь, в Казахстане, и где найти возможности, чтобы начать развиваться в сфере предпринимательства. Я и сам долгие годы задумывался над этим вопросом. Именно поэтому я решил создать этот канал, чтобы вместе с вами исследовать и разобрать различные кейсы успешных предпринимателей в нашей стране. Қалыңыз қалай, тәте? Саудаңыз қалай? Здесь мы будем рассматривать бизнес не только в Казахстане, но и в других странах, чтобы обогатиться знаниями и успешными историями наших по всему миру. Друзья, сегодня мы находимся в знаменитом месте. Этот рынок был основан в 1875 году и стал символом нашего города, где местные жители и иностранцы могут насладиться атмосферой и попробовать очень свежие и вкусные продукты со всего Казахстана. Это легендарное место называется Зеленый базар. Друзья, знакомьтесь, это Гульмира. Гульмира уже 25 лет занимается производством самого что ни на есть казахского деликатеса под названием казы. Гульмира, здравствуйте, как ваши дела сегодня? Очень хорошо. Гульмира, с чего вы начинали, как вы вообще пришли в этот бизнес? Ну, это как-то так сказать можно банально. 90-е, безработица. Я дипломированный инженер. Несмотря на свой диплом, мне пришлось выйти на базар, и я об этом ничуть не жалею. И я, и мой супруг, мы занимались этим более 25 лет, сейчас уже, можно даже сказать, около 30 лет. Ну, тогда было такое время, когда все врачи, даже учителя вышли на базар, как-то прокормиться, потому что такая ситуация была в стране, безработица, перестройка. И вот здесь мы сейчас работаем. Зеленый базар, он такой во всех отношениях, все условия для продавцов созданы. У нас есть поставщики, хотя когда мы выходили, у нас не было поставщиков. Мы ездили по аулам, по нашим вот пригородам, ездили сами, привозили, завозили мясо. А сейчас у нас есть постоянные поставщики. Привозят мясо, с Чимкента привозят, ну, окрестности наши, Алматинская область. Но никакого другого, вот говорят, там привозное из Китая туда-сюда, нет, все казахстанское, все наше. Гульмира, я вот сразу вижу первый вопрос. Здесь очень много мясных лавок. Как вы вообще справляетесь с конкуренцией? Ну, конкуренция, конечно, жесткая. Любой рынок – это всегда конкуренция. Ну, надо нарабатывать. Всегда хорошее качество всегда привлекает клиента. Вот у нас есть в ассортименте, допустим, вяленое мясо. Вот оно свежее, не соленое, да? Есть вот такое вяленое. Вот каза всегда на выбор. Клиент всегда может прийти, выбрать то или иное каза, на глазах заправляется. Какое вообще, в принципе, наименование вы представляете? Я вижу вот каза, карта, жал, жая. Это вот на косточках мясо, вяленое. Это жая, чисто задняя часть жая. Каза. Каза всегда заправляется на глазах, ребрышко снимается, и все это в кишку при клиенте заправляется. А расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно Зеленый базар? Или вы, в принципе, начинали свой бизнес с какого-то другого места? Нет, начинала я с Зеленого базара. У нас знакомые, родственники здесь работали, посоветовали. И я сразу вышла сюда. И как-то прижилась. Как видите, на 30 лет прижилась. Жало – это холка. Это под гривой холка. Это чисто вот такой вот жир. Вот такой. Это жал. Каза – это с ребра. Вот оно, ребрышко на ребре. Жая – это вот задняя часть. То есть из этого всего делается бешбармак? Бешбармак, да. Я думал, какие-то другие еще блюда. Какие еще можно блюда приготовить? Ну, можно все что угодно готовить. Я просто, честно говоря, хоть манты готовить можно. Можно да, манты. Можно. Но в основном это бешбармак, да? Да, бешбармак. А как вы вот пришли к своей лавке? То есть тогда была какая-то конкуренция на тот момент или нет? Или все места были свободны на лавках? Да и сейчас можно, допустим, если человек хочет заняться этим бизнесом, да, в любое время приходите, обращайтесь в администрацию, они предлагают свободные места, которые не заняты.
в любое время можно взять и То есть заниматься мечта есть. этим. Я просто да, вот да. хожу каждый год на Зеленый базар, ну, несколько раз в год, Мгм. и постоянно все лавки заняты. Вот как администрация справляется с этим вопросом, если уже нет мест? Ну, как бы, или всегда бывают места? Нет, можно. Если, допустим, есть такие места, ну, человек бывает уходит, да, не работает, а свободное место всегда их можно найти. А, то есть бывает такое, что люди, продавцы уходят, Конечно. то есть не остаются прям до По конца? возрасту уходят. А, по возрасту. По возрасту уходят бабушки. Вот я сколько уже 25, больше 25 лет работаю, есть бабушки, которые прям состарились на этом базаре. И вот уходят. Не будут же они передавать это по наследству? Не Оно передается. остается. Нет, оно остается. В любое время можете прийти, кто хочет заниматься этим. Можно обратиться в администрацию, они предлагают места свободные. И абсолютно это просто арендная плата. Ну, а вы сами сколько еще планируете? Вам вообще нравится заниматься этим делом? Ну, пока да, Ага. да. То есть вы планируете еще долго заниматься этим делом или Ну, передать надеюсь, потомству да. своему? Ну зачем? Не надо потомства. Да? У меня сын, допустим, да, я бы не хотела, чтобы он стоял на базаре, да. Или сноха, допустим. Нет, нет. Пусть это я закончу этот бизнес сама. Ну, может, у И вас всё. есть планы как-то по развитию бизнеса, По масштабированию? развитию можно. Вот, допустим, можно мясную лавку открыть, Вы не магазинчик. Ну, я подумываю об этом. Скажите, пожалуйста, Гульмира, а какие сложности были вот сначала, когда вы открывали свой бизнес? Конечно, сложности были, так как мясо, оно такое быстро портящаяся продукция. Мы возили на своей легковой машине по туше, и нам приходилось издалека это мясо не выдерживает транспортировку. Поэтому у нас, так как холодильных камер не было, мы возили на легковой машине. Приходилось из окрестностей наших, недалеко. Часа 2 езды максимум, да? А сейчас с этим проблем нет. Сейчас есть такие рефрижераторы большие, большие машины. Так что мясо вообще в любом виде свежем. То есть поставщики Да, сами да. предоставляют Сейчас поставщики нам доставляют, поставляют высшего качества. А, конечно, когда мы начинали, все было намного сложнее. Сложнее. Сейчас Да. все проще. Все проще, да. Это очень хорошо. Мясо – это такой быстро портящийся товар. Мгм. Очень сложно, конечно. Если, допустим, мы в неделю тушу мясо не продать, оно испортится. Поэтому надо максимально стараться продать. Сбыт должен быть обязательно. Ну, по крайней мере, до сих пор у меня не было такого, чтобы мясо пропало или что-то я выкинула. Слава богу, все хорошо. Ну вот, а если, допустим, предприниматель, который захочет заниматься мясным бизнесом, только начинает, и у него же не будет, соответственно, столько клиентов, как ему Нет, справляться? клиенты нарабатываются со временем. Это не бывает, чтобы человек вышел и начал торговать и к прибыли. Нет, не бывает такого. Это набираете, допустим, около года у нас, пока клиентов наберем, пока уже стабильность есть. Вообще базар – это нестабильное дело. На базаре не бывает стабильности. Вы на любой другой работе, у вас есть зарплата, да? Вы уже знаете, что через месяц получите какую-то энную сумму, у вас это стабильность. На базаре нет. Как человек сам работает, настолько и зарабатывает. Вот это каза с ребра. Ага. Ребрышко уже сняли. Жирность, так как все сейчас не любят очень жирно, я немножко жир убавлю. Добавлю, где его нужно добавить. Вот так вот. Вот такая пропорция будет. А какая пропорция вот в процентах? Сколько процентов должно быть? Где-то 40 на 60 или 30 на 70. Самое оптимальное это 30 на 70. Это чеснок. Вот я добавляю чеснок. Сначала посолили, Вот чесночка. солим, потом чеснок, перчик и никаких других специй. Вы, наверное, уже на глаз все понимаете, как делать. Конечно. А первое время как вы вообще учились? Ну, было. И Ага. пересаливала, недосаливала, все было. Сейчас за 25 Опыт лет, приходит наверное, уже, со да. временем, да. Сейчас, наверное, вкусный Да, каждый получается. сейчас уже мы уже опытные. Вот, смотрите. Вот такой процент жирности, видите? Каза, вот мяско, жир. Мяско, жир, а здесь одно мясо, поэтому я немножко добавила жира. Ням-ням-ням. Мгм. Из этого количества сколько получится палок? Каза?
Здесь сделаем 2 кольца. А, 2. Отсюда 2 небольших колечка. Супер. А вот расскажите, как вы нарабатывали первый клиент? Какие-то, может быть, использовали хитрости, лайфхаки, там, не знаю. Нет, никаких хитростей нет. Просто человеческое отношение. И каза это такое, знаете, это же на глазах заправляется. У каждого человека есть свои потребности, свои вот какие-то запросы, да, кому-то жирно нравится, кому-то не жирно. Мы стараемся угодить каждому клиенту. И вот так вот нарабатывается. Отношение к каждому человеку индивидуальное. В вашем бизнесе бывает сезонность? Сезон, да, конечно. Летом мясо все равно сложнее продавать. Летом оно и портится быстро, и летом мясо, спрос на мясо уже меньше. А зимой, да. Вот у нас самое время – это осень. У казахов есть сом. Сом мы режем. То есть праздники, когда наступает... Тои, да, тои у нас никто не отменял, это тои обязательно. Человек только открывает свое предприятие, и, соответственно, у него нет клиентов. Как ему быть? Может быть, закупать для начала небольшие партии, чтобы успевать реализовывать каждый день? Какой вот совет вы дадите? Если человек начинает только, если хочет начать, только с малых туш. Вот, допустим, я могу себе позволить большую тушу, да? А есть люди, которые только начали, не надо рисковать. Мясо это такое дело, когда оно быстро портящееся. Оно как бы зашивается, да? Закалывается. Закалывается. Мы закалываем зубочистками. Можно и зашить, можно и завязать. Но мы закалываем. Сразу можете сказать, сколько вообще варить казы нужно? С момента, как закипело, 2 часа максимум. 2 часа. Максимум. То есть казу вообще возможно переварить или не доварить? Конечно. Переварите, разварится. Ага. Не доварите, будет жестко. Ровно Но 2 часа, с да? момента закипания 2 часа это достаточно. Расскажите, пожалуйста, как вы искали поставщиков? И вот я понял, что вы начинали сами, ездили по аулам, выбирали, соответственно, Да, сами резали, сами резали. сами завозили, да. А вот сейчас какие поставщики, с каких городов? Сейчас налажено, уже все налажено. Сейчас есть поставщики, которые конкретно в неделю 2 раза нам поставляют мясо. Уже настолько все налажено, что мы уже не переживаем. Завоз каждый вторник, пятница мы завозим. Холодильники у нас хорошие, мясо не пропадает. То есть вы сами нашли поставщиков, а теперь Да, они сами? да, работают? есть. У вас да. какие-то постоянные, проверенные поставщики? Да, постоянные, проверенные В поставщики. Алматы закупаетесь или? И в Алматы закупаемся. Привозят из Чимкента, и из Талдыкургана тоже возят. А какое самое вкусное мясо? Из какого города, по вашему мнению? По-моему, местное. Местное? Да. Я люблю свое. Каждый свое место хвалит. Так что для меня вот местное свое мясо вкусно. Но Чимкент по качеству никто не может конкурировать с Чимкентом. Очень хорошее мясо, качество хорошее. И они в любом неограниченном количестве могут поставлять. А доставка быстро происходит, вот с Чимкента, допустим? Да, за сутки. За сутки доставляют? За То есть сутки, мясо да. не успевает испортиться? Нет. которое там? Уже в холодильник камерах везут. Все, супер. Рефрижераторы, холодильные камеры. Очень в хорошем качестве поставляется. Мясо всегда свежее. И у нас холодильники тоже хорошие. У нас тоже мясо. Вот вы даже можете посмотреть сейчас на прилавке. Везде очень свежее, хорошее мясо. И по Алмате, вот именно такого качества вы нигде, кроме Зеленого базара, не встретите. А расскажите вообще про мясо хаза. Оно, насколько я слышал, оно очень диетическое Да. и полезное. Вообще конский жир не содержит холестерин. Не содержит. Он есть в любом жире. И в баранине, и в говядине. Но именно в конском жире, вот в этом жире, нет холестерина. Так что, кто держит диету, кто не хочет поправиться, можете свободно есть каза. Вы начинали сами или вам кто-то помогал? Нет, никто не помогал, я сама. Мы с супругом, с мужем вместе начинали это. Сейчас он даже этим не занимается, я сама торгую. Он поставлял, я продавала. Сейчас поставщики есть, поэтому в этом необходимости нет, он уже этим не занимается. Здорово. Да. Ну, получается, это как
такой небольшой семейный бизнес, Да, которым да, занимаетесь да, только да, вы. да. Так оно и было. Как-то мы пережили вот эти 90-е сложные, благодаря этому бизнесу, этому базару, благодаря. Слава богу, мы особо ни в чем не нуждались, дом построили, М. да. Ну, не сказать, чтобы мы стали миллионерами или там очень богатыми, но, по крайней мере, не нуждаемся. стабильность Да, есть, это конечно, хорошо. стабильность есть. А скажите, пожалуйста, ну то есть на этом бизнесе, если при правильном подходе, можно зарабатывать достаточно Конечно, хорошие деньги? можно. Можно, Мгм. можно. Можно, знаете, чем угодно торговать. Да. Не только мясом, чем угодно можно торговать. Если все это грамотно, все это сделать, на это можно спокойно жить и не заботиться. Главное любить Да, свое дело, да, да, да. и относиться Мне к нему. нравится, мне нравится. Я вот, допустим, казы я делаю, я это делаю с любовью. Мне это нравится. И клиенты, которым я делаю казы, они говорят, что они у меня очень вкусные, хотя все делают одно и то же каза. Все делают одни и те же специи, фактически. Ну, у каждого человека, как говорится, у каждой хозяйки свой борщ. Мгм. Вот у меня получается свои казы. И у меня есть клиенты, которые мне не изменяют уже в течение 25 лет и ходят ко мне, слава богу. И я стараюсь это делать с любовью, чтобы им тоже нравилось. А как часто, допустим, приходят иностранные туристы? Очень много, очень много. Сейчас кого чем удивишь? В принципе, сейчас ни конфетами, ни шоколадками, ничем не удивишь. А у нас Казахстан чем отличается? Каза. Бешбармак. Какой турист не приедет сюда, обязательно в первую очередь бешбармак и каза Да. пробует. Это наша такая, можно сказать, достопримечательность, да, национальная. А вы сами любите готовить? Конечно. Как любая хозяйка, я очень люблю готовить, но у меня всегда бешбармак получается отменный. Приходите, уже угощу. хочется попробовать. Гульмир, но теперь такое самое интересное. Давайте пробежимся немножко по цифрам. А сколько стоит аренда вот вашего места на Зеленом базаре? Но на данный момент, раньше было дешевле, на данный момент 50 тысяч за 50 квадрат. тысяч. Вот Мгм. есть метр, прилавок метр, 50 тысяч. У вас метр прилавок? Да, да. Платите 50 тысяч в месяц? Да, да, да. Какие-то дополнительные коммунальные услуги? Ничего такого? Дополнительно мы фактически ничего не платим. Есть гардеробная, где мы оплачиваем, да, но это, в принципе, все для нас. И все. Холодильники у нас бесплатно. Мгм. Электричество это все входит? Электричество все входит, всё да. входит за Все 50 тысяч? входит, да. То есть под ключ 50 тысяч, и Да, вы можете работать? да. Мгм. Любой человек может, если хочет заняться этим бизнесом, в любое время может прийти на базар, зайти в администрацию, попросить место и заниматься. А скажите, пожалуйста, Гульмира, какие разрешения, это же все-таки вы имеете дело с продукцией, с мясом, какие разрешения нужно получить, чтобы заниматься этим бизнесом? Нет, мы завозим, допустим, мясо, да, у нас все проходит через лабораторию. И нам выдается справка, разрешение на продажу, то, что мясо чистое, проверенное. Мы уже свободно можем даже клиентам такие справки выдавать. Бывает, люди вывозят за границу, да, мы выдаем вот такие справочки. Допустим, бизнесмен только начинает открывать, куда ему обращаться? Вот Зеленый базар как-то, может быть, помогает с этими вопросами. Лаборатория где у вас находится, куда вы вот это все возите? Есть у нас на нулевом этаже есть завозные, где мы эстакада, где мясо завозится. И, в принципе, любой человек, который хочет даже мясо сдать, вот, допустим, если у вас свое хозяйство какое-то есть, да, вы хотите сдать мясо, вы зарезали, привезли с вашей ветеринарной справкой и через лабораторию завозите. В принципе, человек, который захочет у вас купить, свободно это может купить и продавать. Теперь будем делить. То есть вы еще напополам делите? Да, будут небольшие 2 колечка. То есть вот таким образом не продают казы, это слишком много? Просто варить неудобно. Можно варить и так неудобно. продать, конечно. Просто варить его в посуду, оно, во-первых, не поместится. А во-вторых, при варке может, если его вот так вот собрать, согнуть, может, он да. может порваться. Поэтому лучше делать небольшими кольцами. Сейчас я покажу в разрезе. Вот такая О, красота получилась. Очень красиво. Мгм. Я бы сказал, искусство.
Каза это не только вкусно, но и полезно. Есть вкусные вещи, не полезные. А каза, во-первых, вкусно, во-вторых, полезно. А скажите, а вот бывало из вашей практики, что вот какой-нибудь ресторан большой или там большой той, у вас заказали там сколько-то килограммов мяса, и вы прям всю ночь готовили? Какой вообще интересный случай был из вашей жизни? Вот настолько интересно, что рассказывать я не помню, Ага. в принципе. А тои у нас у казахов это самое главное. Так что заказы у нас фактически ну не совру, если скажу, раз в месяц у меня, 2 раза в месяц у меня обязательно есть такой большой заказ, где мы прям целую тушу поставляем. Есть такое. То есть непосредственно тушу, не казы сами. Ну, можно и казу, можно и но мы тушами, фактически, тушами. да, тушами тоже поставляем. Было даже, знаете, человек сам покупает тушу, вот, допустим, не зарезали человеку, тушу привезли, я могу прийти, все мясо разделать, казы заправить. Вот даже бывают такие заказы. То есть у меня. прийти Да, домой да, к да. человеку? Или Не как? обязательно покупать у меня. Не обязательно. Вы просто Я можете могу, порезать. допустим, да, они купили тушу, я могу все это разделать, казы заправить. За определенную сумму мы договариваемся, Тоже прихожу, дополнительный да. бизнес. А если не да. секрет, вот, допустим, у меня той, я вас позвал, сколько Ага. будет мне вот разрезать эту тушу? Чтобы Сколько? разделать всю тушу, Да. Сколько это будет стоить? Ну, наверное, 1030. 30 тысяч. Мгм. Да. А вот на Заработал. вашей памяти самый большой заказ, на какую сумму у вас был? Если так вспомнить. Самый большой заказ, вообще, были люди, которые, знаете, заказывали от меня, но мне запомнился один заказ, когда они сами купили тушу, и мне пришлось у них дома заправлять каза. Вот мне запомнился этот заказ. Были такие люди, не маленькие, как даже можно сказать. Ну, нет, вот нашим зрителям точно будет интересно, вот именно сумма, самый крупный заказ, сколько денег вы получили за него? Может быть, вас кто-то заказал в ресторан, может быть, вы кому-то поехали? Нет, вот за этот заказ мне заплатили 50 тысяч. Тенге. Да, тенге. Ага. Я просто пришла, заправила каза, разделала мясо, посолила и все приготовила. И мне за это дали А сколько 50 времени вы тысяч. потратили на все это? Я потратила на это часа 3. 3 часа? Да. 50 тысяч за 3 часа? В принципе, неплохо. Умеючи несложно. Гульмира, такой вопрос интересный. Как вы рекламируетесь, как продвигаетесь вообще? Ну, особой рекламы здесь нет. Хорошая работа, Сарафанное радио, да, наверное? сарафанное радио, хорошая продукция. Вот, допустим, сделала один раз хорошо, кто-то где-то тебя прорекламировал, да? А вот таковой вот рекламы у нас нет. Мы работаем на клиента. То есть вы не используете современные Нет, какие-то, да, абсолютно тренды? нет. Просто как-то клиентка меня на ТикТок еще сняла, Ага. и были просмотры очень много, 80 тысяч. Ого. И приходили с ТикТока тоже. Реклама работает. Реклама работает. Но все-таки вы верите в продвижение? Конечно, И конечно. в принципе не против в будущем, Да, да. продвигаться? Супер, Да. супер. Друзья мои, если кто-то хочет помочь Гульмире продвинуться, завести Инстаграм или ТикТок, Приходите. приходите. Какие первоначальные вложения были в ваш бизнес? Оборудование, может, какое-то вы покупали? Нет, особо таких вложений не было. Тогда, видите, как я уже сказала, 90-е. Тогда фактически одна туша стоила где-то около $300. Ого. Но сейчас это намного дороже. Сейчас, допустим, одна туша хорошая, около 1 миллиона. Сколько вы имеете денег с этой туши? Эта туша продается неделю. Мгм. Ну, где-то порядка 100 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч порядка, да, чистыми, исключая все расходы, которые базарные расходы, ну и свои также. То есть можно сказать, что в месяц вы можете иметь где-то 300-400 тысяч Да. тенге. Вам, в принципе, этого хватает? Что вот вы можете порезать мясо? Как вы вообще? Для чего это пространство? Конечно, хватает. Расскажите, что вы здесь делаете? Готовим казу. Ага.
И все. Вы вешаете мясо, Да, готовите вешаем каждый. мясо, готовим на глазах и все. По прибыли, давайте так. Сколько денег в месяц приносит ваш бизнес чистыми в хороший сезон и не очень хороший сезон? Ну, летом, конечно, это сложнее. Летом даже бывает такое, что летом можно и не заработать. Самое главное, чтобы мясо не пропало. А зимой это хорошо. Ну, можно заработать даже миллион, если Миллион в при месяц. хорошей торговле, да. Да. А в самый плохой, ну, типа, выйти в себестоимость уже хорошо. Да, выйти в себестоимость. Где находится ваш холодильник? Как вы вот приносите сюда, доставляете сюда мясо? Есть у нас третий цокольный этаж. Прямо здесь, на Зеленом Да, базаре? да, Мгм. вот под нами. Там у нас холодильные камеры. Ага. Это у нас лифт. Здесь он для мяса предназначен. Поднимаем мясо уже в те ряды, где мы продаем, допустим. Да? А здесь у нас рубка. Мгм. Смотрите, как все грамотно, чисто, аккуратно. Здесь мы мясо рубим. Рубщики уже ушли. Здесь у нас холодильные камеры. Так. И холодильная камера, да? Да. Самое главное. Хотя сюда нельзя заходить. Но я думаю, это Давайте по секрету. нас простят по секрету. То есть вы сами можете... Ага. Закрыть. Время. Видите, обеденное время. А. У нас с часу до 2 холодильники закрываются, поэтому вот эти все камеры, 5 камер, работают в холодильном, в таком холодном режиме. Можно сказать, даже Здесь кто-то полы мыл недавно. здесь обязательно в это время моются полы. Ну, то есть соблюдается, да, все нормы. Обязательно. Все моется, Но классно. очень жаль, что вы не видели наши камеры. Ага. Все удивляются, когда у нас мясо висит. Ага. Висит. Не на полках лежат. Ага. Прямо на Туши крючках. висят, как Туши нужно. висят. И очень аккуратно. А скажите, пожалуйста, вот холодильная камера, она вся ваша или у вас там какое-то место определенное? Нет, у каждого продавца свой определенный есть. Уголок такой. Да, уголок, да. Мгм. А сколько, допустим, на вашем уголке помещается тушь? Одна туша. А, вы просто по одной туше заводите? Да. Как Вот, часто допустим, вы заводите? тушу завезли, продали, вторую тушу завезли. Вот так вот, чтобы тушу на тушу мы не завозим. Оно же У портится. вас получается одно место для Да. туши, и когда вы видите, что уже мясо заканчивается, Заканчивается, заказываете. закупаем, да. Вы, получается, доставляете, ну, когда у вас здесь заканчивается мясо, вы его поднимаете, Да. здесь же режете Да. и реализуете. Да? Все просто, наверное, как так. Всё. А, кстати, а сколько вы платите за морозильную камеру? Или это все входит? Нет, это входит в стоимость аренды. 50 тысяч. Да. Ну, это друзья входит мои, в мне стоимость кажется, аренды. это адекватная абсолютно цена. Да. За 50 тысяч, коммунальные услуги, морозильная камера. Да. Э, Мне кажется, почему бы и нет. И такая проходимость на Зеленом базаре. Это вообще классно. Вот и самое интересное, сколько весит одна такая палка сказа? Сказа? Как вы вообще продаете? Просто палками или на вес? На вешаете? вес. А, на вес. Сейчас давайте, если вам это интересно, взвесим. Давайте, друзья, посмотрим, взвесим. И Гульмира Вот такое скажет, сколько- кольцо добротное весит Вот. кило с лишним. Чуть больше Кило килограмма. 120. И сколько такая палочка будет стоить? Вот смотрите, наша цена вот такая. 5000. 5000. 5000 тенге будет за кило. Вот такое 120. кольцо будет примерно около 5000. Около 5000. Да, Это вообще рыночная, да, цена? Я так да, понимаю? да. Мгм. Супер, супер. Ну вот, две палочки, друзья мои, 10 тысяч. Мне кажется, раз в месяц можно устроить себе праздник для желудка и сделать бишбармак. Гульмира, спасибо большое за то, что вы сегодня пригласили нас в свой небольшой мирок с такими вкусными деликатесами. Гульмира, дайте совет, пожалуйста, нашим зрителям, может быть, начинающим предпринимателям, может быть, кто-то захочет открыть тоже мясной магазин. Какой совет вы можете дать? Вы знаете, бизнес, он такой обширный, можно чем угодно заниматься. Можно мясо, можно любым чем-то угодно. Главное, с любовью. И все получится. Надо стараться и любить свое дело. Мне нравится, чем я занимаюсь. Если желающие есть заняться мясом, пожалуйста, всегда помогу, подскажу.
Супер. Добро пожаловать на Зеленый базар. Ага, добро пожаловать, друзья мои. И в конце мы хотели сделать розыгрыш. Гульмира хотела разыграть 2 палочки Каза, но так как у нас не так много подписчиков, поэтому давайте сделаем так, друзья мои. Если вы посмотрите этот выпуск и в течение месяца придете к Гульмире, она вам сделает скидку. Хорошая. Хорошую скидку. Да. Сколько? Максимально хорошая. Максимально хорошую скидку. Да. Скажите, что вы пришли и посмотрели Да. выпуск на канале «Бизнес по-казахски». Приходите. 7-й ряд, 446 место. Казы, карта, жал, жая. Друзья, если вам понравился наш выпуск, пожалуйста, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели, чтобы мы разобрали в следующий раз. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные выпуски. И до новых встреч, друзья!